Новоизбранный глава Алдана официально вступил в должность. Напомним, что в повторных декабрьских выборах руководителя муниципального образования победу одержал действующий глава Александр Бугай. Очередное голосование назначили после того, как в сентябре большинство избирателей выбрали кандидата против всех. С подробностями Татьяна Вахнина. Середина недели явилась очередной исторической вехой для Алдана. 23 декабря 2015-го официально вступил в должность главы муниципального образования город Алдан Александр Бугай. На декабрьских выборах он набрал наибольшее количество голосов с большим отрывом от других кандидатов. Политическая битва за главное кресло города была напряженной и затяжной. Напомним, на сентябрьских выборах наибольшее число голосов набрала графа «против всех». Повторное голосование состоялось 13 декабря. Это именно такое мероприятие, которое подведет некий итог выборным кампаниям, тем перипетиям, которые были у нас в Алданском районе. Я уверен, что с этого дня, когда уже официально все вступят в должность, и депутаты, и глава, жизнь в Алдане вольется в колею. Стоит отметить, что управленческий опыт лидера прошедших выборов весьма внушителен. Александр Бугай управлял городом на протяжении последних 10 лет. На инаугурации вновь вступившему в должность главе Алдана были торжественно вручены символы власти. Клянусь при осуществлении полномочий, предоставленных мне Уставом муниципального образования город Алдан, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы муниципального образования Алданский район, Устав муниципального образования город Алдан, уважать, охранять и отстаивать права и законные интересы населения. В этот день в должности вступили и депутаты городского совета. На них алданцы также возлагают немало надежд. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.